Что, друзья, вот наш мотор и на нашей Уралочке. И пришло время первых испытаний, первого запуска. Что с вами сейчас мы и будем делать. Дождался я масла. Масло тоже Шармакс для двухтактных двигателей. 1 литр, полусинтетика. Что оно здесь пишут? Ультрасовременное моторное масло для двухтактных двигателей, лодок и водных мотоциклов. Соответствует эксплуатационному классу НММА ТСВ3. Ну и там много всего пишут, то, что это масло хорошее. И сейчас мы посмотрим, так ли хорош оно. В общем, прочитал по инструкции, по руководству, во время обкатки, а это первые 10 часов, рекомендуют заливать масло в пропорции не 1 к 50, как обычно мы разбавляем масло, а 1 к 25. Бак у нас Шармакса новый 24 литра. Получается, сейчас мы заодно это и проверим. В общем, здесь у меня канистра 20, здесь 10. В общем, 30 литров. Сейчас мы проверим, сколько здесь уйдет примерно бензина. Потому что то, что написано 24, может быть и не 24. Ну, литр, не знаю. Лично мне кажется, что это слишком жирно, но как написано в руководстве, так и разбавляем. Так, ну все, поехали. Тут у нас в бачке вот такой стоит еще фильтр. Вот он. Но масло у нас чистое. Заливать мы будем его без фильтра. Так. Целочка у нас осталась на месте на крышке. Но вот эта целочка на месте. Пук. Блин, ну мне все-таки кажется, что синее масло, литр это жирно. Литр на 25. У нас тут 24. Так, ну давайте хоть на донышке грамм 100 все-таки оставим. Немножко децл хотя бы. Ну, вообще вот чуть-чуть на донышке немножко осталось. Что-то мне кажется, литр это перебор. Потому что все-таки тут не 25, а 24. А сколько ли это? Сейчас мы это проверим. Так. Опа. Не поваляешь, не поешь. Это сюда. Это сюда. Воронка у нас тоже с сеточкой. Двойная сетка, наверное, будет плохо идти, я так думаю. Так что сетку... попробуем. Если будет идти медленно, то сетку уберем. Бензин у нас 92-й. Опа. Так. Фу. 20-очку залили. Еще не совсем. Двадцаточку мы залили. Так, сколько у нас там еще? Так, 20.
плюс литр, 21 литр получается. Сейчас мы это все перемешаем, чтобы масло лучше разбавилось. Перемешали. Так, здесь вот уровень топлива у нас показывает полный бак. Но у нас он еще не полный, мы это знаем. И теперь нам надо залить еще, получается, посмотрим. Здесь у нас десяточка. По идее должно влезть еще 5 литров. Добавляем. Так, еще немножко. Хорошо. Опа, 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 опа. Перебор. Все. Получается 25 не влезло. Ну так и есть, да. Литра 3 мы залили, получается. Литра 3 мы залили. Литр масла, 24 литра. Все верно. Но бензин это не масло, это не нефть. Чистый бензин, он здесь на камнях быстро выпарится, так что большого урона не нанесли. Так, все. Так, ну что мы видим? Шланг у нас резина мягкая, в принципе. Хомутики стоят. Так, длинный конец к бачку, короткий к мотору. Все верно, все верно. Подсоединяем. Так. Это сюда, наверное, это сюда. Все. На месте. Бензинчик протерли. И устанавливать на лодку. Так, а здесь у нас вот место для соединения. Вот так вот. Все, до щелчка. Все готово. Так, ну что, давайте спалим сейчас весь бензин, то что разлили, чтобы он сгорел. Вот так вот. Можно немножко погреться. Теперь уж точно никаких нефтепродуктов в речку не попадет. Бензинчик у нас разлитый весь горел. Все хорошо. Все эти дела лучше делать на берегу, а не на воде. На воде бы мы такого уже сделать не смогли. Ну что, пусть пока потихоньку догорает. Давайте приступать все-таки к первым испытаниям и к первому запуску. Возле берега тут мелко, так что придется нам немножко оттолкнуться. Ну, надеюсь, все будет видно. Если что, немножко прибавишь там.
Сейчас немножко развернусь, чтобы было видно. Так. Открываем верхнюю крышечку. Доступ воздуха. Так, ну и чё? Редуктор у нас в воде. И это главное. Значит, воду будет есть где брать. Все, стоим. Так, первым делом закачиваем бензин. Все, бензин пошел. Все, закачал полный. Так, и немножко сначала я вытащу вот шнур. И немножечко на малых оборотах немножко проверну полураза. Это чтобы крыльчатка в стакан попало немножко воды. Все. Провернули. Малые обороты. Ставим подсос. И самый ответственный момент, с которого раза заведется этот мотор. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Что-то не заводится. Может, я что-то делаю не так? Может, обороты немножко прибавить надо? Не хочет? Может, топлива мало? Сейчас подкачаем еще. Скорее всего, топлива было мало. Топлива было мало, потому что я сейчас еще подкачал. Все, вода пошла. Я просто не докачал топливо туда, получается. Потому что я сейчас взял, еще пошло немножко это. Все, напор струи нормальный. Дымок идет. Но дыметь он сейчас будет капитально, потому что масла здесь в 2 раза больше. Но в принципе все работает. Сейчас давайте откроем капот и посмотрим, что у нас по руководству. Первые 10 часов это обкатка. Недолго, буквально поработаем на холостом ходу и не будем весь бак сжигать, как некоторые делают, часами работая на холостых оборотах. Мы сейчас откроем капот, посмотрим, поднимем якорь и сразу же попробуем это дело на ходу. На самых-самых малых оборотах. Все сухо, ничего нигде не брызжет. Здесь хомутики стоят, на воде хомутиков нету.
принципе, все нормально, все сухо. Можно переходить к дальнейшим испытаниям. Что, поднимаем якорь? Воды не хватает, так что лучше не будем переходить. Когда на нос поднимается, воды не хватает, забор воды. И можно перегреть двигатель. Так что поднимать якорь будем с выключенным двигателем. Река очень мелкая, так что в данный момент ездить на нашей Печоре лучше именно на Уралочке. Когда воды будет больше, можно будет поставить на казанку, на обяжку, но пока на этой мелкой реке катается только Уралочка. Ну, с полпинка сейчас без подсоса ничего. Вода пошла. Поехали! Я по привычке, как на Меркурии, уже скорость на румпеле. Все. Пошел. Едет, что? Обороты пока прибавлять не будем, потому что обкатка пока 10 часов не пройдет. Кстати, надо было время засечь. Сколько сейчас время? Ну, минут 10-15, не больше. Завтра днем перейдем уже к полной обкатке, съездим на рыбалочку уже и до конца сделаем обкаточку. Ну а послезавтра разбавим бензин уже, как положено, 1 к 50. И перейдем к нормальной эксплуатации.
Я все как на Меркурии, то здесь кнопку нажимаю, то все это. Надо будет теперь привыкать к этому мотору. Там немножко уже я привык к нему, и управление скоростей на румпеле, и все такое. Так, ну чё? Что, друзья, я могу сказать конкретно о данном моторе? Сейчас выйду, скажу. Шармакс. Кто-то терпеть не может китайские моторы, говорят, вот китайские моторы там рядом не стоят по сравнению с японцами, по сравнению там с Сузуки, там Тахатсу, там что еще у нас, Ямаха, все такое. Не знаю. Знаю, что в нашей деревне многие ездят уже на китайских моторах всяких разных. Именно Шармакс в нашей деревне первый. И мы посмотрим, как он будет работать. Первое впечатление только положительное. Да, не завелся с первого раза, но это моя вина, я просто не докачал туда бензина. Потому что когда с 7-го раза он не завелся, я продавил, еще пошел бензин и завелся с полтылка. Обороты ровные, без перебоев мотор работает. Сегодня уже на ночь глядя кататься мы не будем, а завтра, если не будет дождя, мы берем этот бачок, засекаем время и также на малых оборотах, не прибавляя, потихонечку поедем по течению без напряга на рыбалочку. Обратно против течения будет уже небольшая нагрузочка, там по инструкции все расписано. После 7 часов, как после 5 часов. Все мы это будем следовать строгой инструкции. Ну а потом уже заправим бензин к 1,50 и будем эксплуатировать данный мотор и смотреть, как он будет работать, сколько он проработает. Это посмотрю я, это также увидите и вы на нашем канале, на канале Коми Рыбак. Многие говорят, вот ты расхваливаешь плохие моторы. Я не расхваливаю, это честный обзор. Как он работает, так мы и покажем. Сломается, значит сломается. Будет работать, значит будет работать. Конкретно мы замерим после обкатки скорость на Уралочке. Чуть больше будет воды, мы поставим этот мотор на обяжку, замерим на обяжке. Возможно, замерим на казанке, на всех 3 лодках мы это сделаем. В общем, будем этот мотор испытывать по полной. Как-то вот так. Ну, а кого заинтересовал этот мотор, вы можете перейти по ссылке, которую я оставлю в описании, и познакомиться с этим мотором поближе. Ну а если же кто-то захочет приобрести данный мотор, также можно ссылочку на этот мотор я оставлю. Имейте в виду и на этот мотор, и вообще на всю продукцию Global Drive будет скидка по промокоду. Как-то вот так. Ну, на сегодня пока все. Первые испытания пройдены. Мотор завелся, мотор работает, и это главное. До завтра. До новых встреч на канале Коми Рыбак.